читать. Вопрос. Значит, Алексей Викторович. Тут у нас контактная связь зашла. Для начала скажите, сколько человек нам? 22. Справа. А все два точки по течению. Справа. Это же очень много. Я уже рисую. Если мы смотрим оттуда идут, мы общаемся со своей. Да. Вы готовы там? Да.
Добрый день, уважаемые коллеги. Продолжаем работу образовательного форума «Векторы развития образования Республики Тыва. Перспективы трансформации». Разрешите поприветствовать всех на дискуссионной площадке. Наша площадка третья в программе работы форума и называется «Качество образования в школе. Проблемы и пути решения». Хочу обратиться со словами благодарности за подключение к нашим коллегам, которые находятся и работают с нами, находятся на своих рабочих местах. Мы видим красивые ваши рабочие кабинеты, школьные классы. Подключений у нас возможно. Надеюсь, что сейчас в ближайшее время все наши точки подключения будут заняты. И разрешите представить коллег, которые присутствуют в конференц-зале Тувинского института развития образования. Им повезло чуть больше, чем вам, потому что мы с ними можем общаться в очном режиме. Но, уважаемые коллеги, все, кто работает с нами дистанционно, по мере представления информации, во время обсуждения вопросов, просим писать ваши предложения, ваши рекомендации, ваши вопросы в чате, либо использовать технические возможности Zoom и задавать вопросы нам в режиме руки. Рядом с вами работают технические специалисты, которые вам в этом помогут. Итак, кто у нас очно присутствует в зале Института развития образования? Мы рады приветствовать, что вопросы образования интересуют не только педагогов, но и пристальное внимание наших коллег-управленцев. Вы знаете, что на пленарной части у нас сейчас принимал участие глава Республики Тыва Владислав Таваништаевич. А на нашей площадке сегодня мы приветствуем Сазанова Алексея Викторовича, администрации Чедихольского Кажуна. В очном режиме на площадке работают директора двух ведущих институтов, подведомственных институтов Министерства образования. Это уважаемая Жанна Борисовна, ректор института Тувинского института развития образования и повышения квалификации, и тогда Виктория Викторовна, директор Института оценки качества образования. Также работают специалисты этих институтов. Это старший преподаватель Урана Кангарадзаевна и руководитель Центра непрерывного повышения профмастерства Удилова Ирина Валерьевна.
С нами работает заместитель директора центра Цезера Кулар-Солбакай Акиеновна, директора наших двух школ, это Спенина Людмила Сергеевна, директор первой школы города Шагонара, и Радченко Марина Владимировна, директор первой школы села Сарыксел. Вместе с нами работают опытные тьюторы, лучшие педагоги нашей республики. Это Доржа Вера Олеговна, учитель истории обществознания, школа номер 1, поселка Каахим, и Кудрявцева Елена Александровна, заместитель директора по научно-методической работе, также учитель истории обществознания, лицея номер 15 города Кызыла. Название нашей площадки, коллеги, я уже озвучила, это качество образования в школе, проблемы и пути решения. Наша современная школа многообразна и сложна. Нужно нам работать и в условиях пандемии. Сегодня мы на пленарной части также говорили и обсуждали, насколько те условия, эпидемиологические условия, в которых мы работаем, дистанционное обучение, влияет на результаты нашей работы, влияет на качество образования. И пришли к выводу, что какая бы ни была погода за окном, какой бы ни была эпидемиологическая ситуация, мы обязаны давать качественное образование. Мы обязаны обеспечивать выполнение всех стандартов, которые перед нами ставит государство, достигать их, а следовательно, что-то пересматривать в своей работе для того, чтобы все поставленные задачи выполнить. Показатели работы школы современной их достаточно много. Это и уровень обученности, и готовность наших выпускников к продолжению образования, это сохранение здоровья наших детей, это готовность наших детей к социальной адаптации в обществе, ну и, как я уже сказала, выполнение государственных стандартов. Для нас, педагогов, все это объединено в одно слово, значимое и понятное для каждого педагога. Это качество образования. Ну и когда мы отчитываемся о результатах своей работы, мы тоже говорим всем понятным словосочетанием – качество образования. О том, какие проблемы есть сейчас в наших школах, в школах нашей республики. С таким вопросом я бы хотела обратиться к директору Института развития образования Жанне Борисовне, которая непосредственно работает с педагогами. Жанна Борисовна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, участники сегодняшнего форума. Сегодня, конечно, я выступаю первой, озвучиваю те проблемы, которые существуют в наших школах. Здесь присутствуют мои коллеги, которые будут дополнять мои выступления. На каких-то проблемах мы будем более детально останавливаться, их обсуждать. И, конечно, мы будем предлагать те меры, те пути решения по улучшению качества образования в нашей республике и конкретно в школах. Поэтому разрешите мне выступить. Конечно же, повышение качества образования – это одна из основных задач модернизации российского образования, которые нам декларирует национальный проект образования. Как уже было сказано, Ирина Васильевна, да, вы озвучили те основные показатели эффективности деятельности школы, к которым относятся уровень обученности обучающихся, их готовность к продолжению образования, уровень воспитанности учащихся, состояние здоровья детей, уровень социальной адаптации выпускников к жизни в обществе. И, конечно же, это уровень выполнения стандартов образования. Все перечисленные параметры, конечно, они между собой взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. На сегодняшний день показатель качества обученности учащихся при оценке эффективности школ достигается, конечно же, не в полном объеме в силу ряда проблем. Если мы говорим, конечно, о проблемах наших, то хочется здесь, конечно, отметить, что проблемы у нас следующие. Это и социальные проблемы, к которым относятся социальное неравенство, интернет-зависимость наших учащихся, низкая мотивация к обучению, недостаточная занятость дополнительным образованием,
несвоевременная диагностика и где-то неправильная коррекция обучающихся с задержкой развития, проблемы самоопределения детей, проблемы языкового барьера учащихся, в основном это, конечно, для сельских школ, и отсутствие единых подходов по здоровому питанию у учащихся, которое, конечно, впоследствии сказывается на здоровье самого человека. Есть, конечно, и профессиональные проблемы. Конечно, это дефицит кадров. Эта проблема касается, я думаю, каждой школы. Каждая школа на себе ощутила эту проблему. По данным, которые мы имеем, да, и собирали наш институт, на 31 января 2022 года в нашей республике имеется 216 вакантных должностей. В основном, конечно, это учителя предметники. По разным. Если говорить по предметам, то на первое место выходят учителя математики, учителя русского языка, учителя иностранного языка. Ну и другие предметы тоже. Есть вакантные места 9 логопедов. Это понятно, что это те школы, в которых имеются такие ставки. И 5 единиц необходимо это дефектурных. Конечно, педагоги отвечают, что одной из проблем является чрезмерная нагрузка учителей, потому что раз есть вакансии, то эти часы вакантные, они переложены на 10 учителей, тем самым наши учителя тоже перегружены. Ну и, конечно же, отчетность, да. Неоднородность профессиональной компетенции – это тоже одна из проблем, которую мы отмечаем, коллеги. Так, в рамках школы современного учителя с 2021 года нашим центром было проведено тестирование методической компетенции, в котором приняли участие 570 педагогов. И, конечно, результаты этого тестирования, они тоже говорят сами за себя, и это то, над чем мы должны с вами работать и понять, да, только 0,2% педагогов прошли на вот это тестирование компетенцию на высокий уровень. 49% педагогов это средний уровень, 41 педагог низкий уровень. И 10% педагогов имеют минимальный, а это нужно именно говорить, самый низкий, то есть это как профнепригодность, к сожалению, имеет тоже такой уровень. Но это то, что над чем нам надо работать, повышать свое мастерство, и мы будем над этим, конечно, с вами совместно работать. Гладкое владение знаниями особенностей возрастной психологии ребенка. Тоже это одна из причин, которая требует решения. К сожалению, надо отметить, что преобладает во время проведения уроков более пассивные формы, такие как фронтальная, коллективная, над активными, которые бы, конечно, бы хотелось видеть, да, групповая, проектная и так далее. Ну и тоже немаловажный фактор – это все-таки мы теряем вот эту связь с нашими родителями. Она, к сожалению, конечно, на сегодняшних условиях она недостаточна. Также немаловажно, мы разделяем раздел, это обеспеченность наших школ. Конечно, это материально-технические условия, в которых, да, мы работаем, но несмотря на то, что у нас уже активно не первый год реализуется проект образования, и надо сказать, что в каждом Кожуне есть современные центры, точка роста, есть центры цифрового образования. То есть сказать, что совсем отсутствие этой базы тоже нельзя, но тем не менее коллеги тоже это отмечают. И все-таки тоже хочется это сказать, что есть недостаточные, да, у нас единые подходы при заказе учебно-методической литературы.
То есть по каждому предмету наши школы используют разные, да, учебники по предметам. Например, по русскому языку используется, по данным, которые мы имеем в нашем институте, да, 3 автора учебника. И по истории, например, мы включаем тоже 3 учебников. И, конечно, это тоже может сказаться на детях, особенно когда дети переезжают из одного района или из одной школы в другой. Это тоже может повлиять на учебный процесс учащихся. Конечно, все вот эти факторы, все вот эти, то, что я сегодня озвучила, они в целом могут, в каждой школе они по-своему выражены, но надо отметить, что все вот эти факторы, они в настоящее время, конечно, еще отягощаются той обстановкой, в которой мы сейчас работаем. Да? Я имею в виду пандемию новой коронавирусной инфекции. Все это тоже, конечно, отягощается, и, к сожалению, больше всего от этого страдает общение учителя и ученика. То есть мы уходим от традиционного нашего урока. Когда вот мы видим наших детей, да, мы можем видеть их состояние, мы можем видеть их, значит, глаза живые, что они нас слушают. То есть это тоже, конечно, все в настоящее время, оно в новых условиях, оно, конечно, тоже плохо сказывается. Ведь как бы мы ни говорили, все-таки урок – это тот основной процесс, где дети получают знания, умения, навыки. И нам нужно научиться давать качественный урок и в этих новых условиях. В условиях дистанционного обучения, в условиях разных форм, да, используя очно-заочное и заочное обучение, использовать современные методики, дистанционные технологии. Поэтому, конечно же, задача учителя всегда в любой ситуации давать учебный материал доступно, качественно и полезно, чтобы это было. Также хочется отметить, что не всегда у нас в полном объеме реализуется преемственность между уровнями образования. От дошкольного к начальному, от начального к основному. И завершающее, да, это среднее общее образование, когда наши выпускники выпускаются, и готовность продолжения обучения в высших учебных заведениях. Поэтому это тоже над этим нужно работать и принимать, конечно, какие-то меры. Работа с детьми, которые испытывают проблемы со здоровьем, да, дети, которые отстают от остальных учащихся. Здесь тоже нужно отметить, что, к сожалению, в нашей республике, ну, это можно сказать, что только в одной школе нашей республики есть психолого-педагогическая служба. Основная, конечно, масса наших школ в основном в своем штате имеет только психологов. И в некоторых школах, конечно, есть и логопеды. Это число, конечно, недостаточно для решения этих проблем, потому что необходимо своевременно диагностировать проблему и правильно, конечно, провести коррекцию по работе с данным ребенком. Все это, конечно, тоже накладывается, но это та проблема, которую тоже надо решать. Если перейти, конечно, к чему? К тем мерам, да, которые мы должны предпринять. Я сейчас озвучу, конечно, Ирина Васильевна, да, что предполагается, да, значит, предпринять. И мои коллеги более детально где-то остановятся на этом. Но я предполагаю, да, что какие меры мы должны предпринять. Конечно, первое – это продолжить работу по
участию и реализации проектов. И все-таки метод проектов, он показал свою эффективность. И сейчас как раз, да, Минпросвещение нашей, Министерство просвещения Российской Федерации запускает новый проект, он называется «Школа Минпросвещения России». Сейчас идет активное обсуждение этого проекта. Вот на этом слайде вы можете посмотреть, да, цели этого проекта, конечно, это 50 лучших стран по качеству образования. И вы можете посмотреть те проблемы, которые отвечают на уровне нашей Российской Федерации, они тоже значит, с нашими проблемами все идут. Поэтому я сейчас вас активно, конечно, призываю познакомиться с этим проектом, изучить его, внести свои, может быть, пожелания. Да? Сейчас он активно обсуждается. Посмотрите, да, 5, значит, вернитесь к тому слайду предыдущему. Вот. 5 ключей к твоему будущему. Знание, качество, эффективность, творчество, профориентация. Знания добывай, здоровье сохраняй, традиции храни и создавай, и профессии выбирай. То есть это вот те 5 ключей, на которые будет строиться твое будущее. Поэтому здесь этот проект предполагает, да, что все школы в зависимости от достижения требований поделятся на 3 уровня. Базовый – это минимально достаточный, средний уровень и полный уровень. Поэтому вся эта информация доступна, вы можете с ней познакомиться, поэтому я вас активно призываю к обсуждению этого проекта. Следующее, конечно, направление – это сетевое взаимодействие, потому что в наших условиях, когда нехватка кадров, нехватка какого-то, значит, материально-технического обеспечения школы, только вот сетевое взаимодействие позволит перейти, да, школам в эффективный режим работы, используя инфраструктуру одной школы для обеспечения целей и задач другой школы. Это тоже. И когда мы видим, что в основном это базовые школы, да, в муниципалитетах имеют более все-таки лучшими, да, условиями социально-техническими, то эти условия нужно использовать для и остальных школ этого Кожуна. Сетевое взаимодействие позволит восполнить проблему, например, кадров, когда учитель соседней школы преподает для учащихся другой школы, в которой этого предметника нет. Вот. Ну и, конечно же, это позволит, да, создать единое образовательное пространство даже в отдельном муниципалитете. Следующее направление, конечно, это переход на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты. Коллеги, все вы знаете, что с 1 сентября 2022 года он вступает, да, уже в штатный режим, и есть установка, что на обновленные стандарты мы должны перейти в течение 2 лет. Да, в этом году, учебном году нашей республики 30 школ проводят эту работу в режиме апробации. Всего задействовано в этой апробации 180 педагогов начального образования и 393 педагога основного общего образования. И здесь тоже я хочу отметить, что сейчас идет тоже активное, да, обсуждение примерных образовательных программ по предметам. Они будут утверждены только в марте, но уже сейчас идет работа по тому, чтобы учителя уже могли посмотреть эти программы и даже запуская, да, предпочтение конструктор, так называется он, вот. Откройте, да, вот обсуждение проектов, примеров основных программ. И там, вот на этом, да, значит, сайте единого содержания образования есть конструктор рабочих программ, где уже сейчас вы можете зайти
и посмотреть. То есть с 1 сентября каждая программа, да, рабочая программа каждого предметника, она будет занесена в федеральное хранилище, и у каждой программы будет свой ID-адрес. То есть уже сейчас нужно над этим, коллеги, активно принимать участие и работать. Конечно же, отдельно мы должны отметить то, что это, над чем мы должны работать, конечно, это функциональная грамотность наших учащихся. Это то, которое определяет, да, нашу готовность. И это то, что сегодня определяет базы образования личности. Ребенку важно обладать, да, готовностью успешно взаимодействовать с окружающим миром, возможностью решать различные, в том числе и нестандартные учебные и жизненные задачи, способностью строить социальные отношения и так далее. В 2021-2022 учебном году, конечно, ведется планомерная работа по реализации плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности учащихся нашей республики. По региональным планам оценку функциональной грамотности в текущем году учащиеся 5-7 классов проходят во втором полугодии, а учащиеся 8 и 9 классов прошли в первом полугодии. Вот на официальном сайте Института оценки качества образования там есть целый раздел по функциональной грамотности, где выложены электронные задания по 6 направлениям функциональной грамотности, которые разработаны специалистами Института стратегии развития образования Российской академии образования для оценки функциональной грамотности. Ну и здесь также хочу отметить, Елена Васильевна, по данным, да, которые мы имеем на конец 2021 года, всего, значит, школ, которые создали работу, да, 114 из 155, которые уже посмотрели эти задания и приняли их по работе. Да, создано работ всего 973. Количество учителей, которые создали эти работы, 337. Количество учащихся, которые приняли участие, да, с этими работами, 22 459. Количество учащихся, которые прошли эту работу, 9157. И количество работ, которых было проверено, 5427. То есть это еще не все, конечно, коллеги, поэтому я тоже вас призываю активно, значит, работать с этими заданиями, чтобы наши дети были успешны в выполнении этих работ. Ну и, конечно, отдельное все-таки мероприятие, над которым мы должны с вами работать, это, конечно, повышение квалификации наших педагогов. Мы должны непрерывно заниматься самообразованием, непрерывно повышать наше мастерство. И в этом направлении, как уже сегодня было сказано в пленарной части, наше министерство очень активно тоже принимает работу. Мы сотрудничаем с некоторыми регионами. В частности, было подписано соглашение с Новосибирским государственным педагогическим университетом, в рамках которого институт разработает 2 проекта. Первый – это по созданию сети школ нашей республики. И второй важный проект, я считаю, что это создание магистерской программы физика и технологическое образование. Да. И в рамках этого проекта мы планируем обучить 12 педагогов нашей республики. Вот. Кроме этого, конечно, мы заключаем соглашение и с Красноярским, и с университетами города Санкт-Петербурга. В частности, наш институт заключает тоже договор по повышению квалификации наших педагогов с Новосибирским институтом развития образования и подготовки педагогов. Мы тоже здесь планируем повысить квалификацию 40 педагогов. Поэтому работа эта ведется. И
Последнее, что я хотела бы тоже озвучить, что предстоит нам сейчас сделать, это создать методические службы. Это сегодня мои коллеги вам представят региональную модель нашей методической службы и, конечно же, муниципальную модель. Я тоже вас призываю к активному обсуждению. Да, это будет не первая встреча, где мы будем обсуждать. Это планируется, что мы будем с вами это очень плотно с кожонами обсуждать и предлагать. И окончательный итог, Елена Васильевна, мы планируем, что вот эти службы у нас заработали с 1 сентября. Поэтому у нас сейчас осталось буквально полгода, когда мы с вами должны провести ту работу на нормативные документы, дальше финансовые вопросы решить, чтобы эта служба наша заработала. Вот это те направления, которые мы должны требуют срочного принятия решений и исполнений для повышения качества образования нашей республики. Спасибо, Жанна Борисовна. Вы озвучили нам основные проблемы и уже показали нам на слайде, на последний слайд, который сопровождал нашу информацию, предпоследний, да, представил направления, по которым мы будем работать. Но для того, чтобы, коллеги, мы могли понимать, с какого уровня мы будем отталкиваться при решении наших проблем, я прошу информацию дополнить Викторию Викторовну. Потому что все те проблемы, которые существуют в наших школах, мы, конечно, понимаем, что это проблемы характерные для многих школ, и российских школ в том числе. Мы не являемся какими-то особенными школами, которых нет в российских школах. Но, Виктория Викторовна, я вас прошу конкретизировать, на каком уровне качества образования в данный момент находится в нашей республике, для того, чтобы мы потом более, как сказать, остро и достаточно тщательно разбирали пути, которые нам предстоит пройти при решении. Хорошо. Спасибо. Спасибо за предоставленную возможность рассказать. Действительно, исполняет то, что было Жанна Борисовна в своем выступлении озвучено, хотелось бы немножко с точки зрения статистики подкрепить. Да? Вот. Проблемы, которые были озвучены практически всеми школами, которые участвуют в проекте 500+, регионально, они тоже параллельно схожи. И следующий слайд, пожалуйста. Значит, прежде чем более глубинно рассмотреть эти проблемы, я предлагаю посмотреть, обратить внимание на сколько у нас вообще школ с низкими образовательными результатами. В 2021 году, когда наш регион включился в реализацию этого федерального проекта, было определено 116 школ. Это по итогам оценочных процедур, всероссийских проверочных работ, результатов ОГЭ и ЕГЭ определялись результаты, минимальное, наибольшее количество двоек и в течение 2 лет подряд. Соответственно, было 116 школ, из которых 37 сопровождались в рамках федерального проекта 500+. 9 школ 250+ в 2020 году. Ну а остальные у нас сопровождались в рамках схожего проекта регионального, на региональном уровне. И вот на 22 год, в 2021 году по итогам определились у нас 100 школ, куда повторно вошли 84 школы. И, соответственно, сейчас из этих школ 36 у нас сопровождается в рамках федерального проекта 500+, уже в 2022 году, а остальные 64 у нас в рамках регионального тоже аналогичного сопровождения в 2022 году. То есть, получается, из 116 шнор у нас, второй слайд, пожалуйста, включите, вышли все-таки какие-то позитивные результаты у нас тоже есть. Нельзя сказать, что мы стоим на месте. 33 школы, то есть это 28% школ вышли из этого уровня, получается, а 84 повторно вошли. Какие это школы? Все перечислять я не буду. Из
Из федерального проекта из 37 школ это 8 школ улучшили свои показатели, а из регионального проекта из 74, по-моему, да, 25 вышли, то есть улучшили свои показатели. В итоге в 2022 году добавились еще 16 школ, и в итоге вот 100 школ мы должны сопровождать. Ситуация по этим школам как на уровне федерации сопровождается. 37 школ. Я могу статистику приводить только по 37 школам. Почему? Потому что нынешние 36 школ, они только находятся на стадии выявления своих рисковых профилей школ. 11 февраля как раз вот эта статистика закончится, федеральный мониторинг пройдет, потом нам раскладку по всем рискам 36 новых школ нам отправили. Уже будет понятно, насколько какие риски в них преобладают. Но вот хотелось бы... Следующий слайд, пожалуйста. Расстановка такая, коллеги, это тоже на пленарной части показывали всем коллегам. Я думаю, сейчас вот вновь подключившимся тоже не будет лишней, наверное, да? 100 школ у нас вот таким вот образом распределились. Есть Кажуны, где все школы практически входят в эту категорию. Есть Кажуны, где более 50%, есть Кажуны, где менее 50%. Ну и у нас единственный Кажун, Терехольский, у них одна школа, они вышли из этого состояния. Итак, по результатам ОГЭ, ВПР определяются вот такие управленческие проблемы. Это тоже в докладе министра было озвучено. Алексей Владимирович очень подробно остановился на управленческих проблемах. Идет рост стабильно неуспевающих. Показатель у нас по России в среднем тоже мы превышаем по неуспевающим. Конечно, рост тоже по России идет, но однако мы, конечно, в этом преуспеваем. Кавычка на 4,8%. Динамика уровня обученности и качества тоже была очень хорошо, подробно озвучена, но здесь, если посмотреть, динамика ВВ идет на снижение, небольшое снижение имеется, да, успеваемости в качестве образования, а результаты ОГЭ, наоборот, показывают, что улучшение есть. Но это тоже в силу определенных обстоятельств, о которых тоже было сказано. Поэтому управленцам здесь необходимо для себя, каждой школе в разрезе, да, определять, какие все-таки в рамках своей школы есть управленческие проблемы. Но 6, 7, 8 класс, скорее всего, здесь слабая общеобразовательная подготовка в силу, опять же, тех проблем, которые были озвучены. Нехватка педагогов, возможно, да? Либо же упор делают на выпускные классы и сильный корпус коллектива туда направляют. И, в общем, ряд таких вопросов, управленческих проблем, которые на вооружение школы берут и по этим рискам отрабатывают. Далее, следующий момент был сделан на математике, да, математическое образование у нас по сравнению с русским языком тоже на низком уровне. Успеваемость чуть выше, чем по русскому языку, но, однако, качество знаний оставляет желать лучшего. Соответственно, здесь тоже был сделан небольшой акцент на том, что управленческая проблема как раз вот необходимо поднимать данное направление, то есть математическое направление. Ну, конечно, не забывать русский язык. Далее, анализ. Можно дальше пролистнуть. Вот, и вот эти все результаты, дальше. ОГЭ, ЕГЭ, тоже ситуация такая же. Соответственно, все школы, которые вошли в федеральный проект, они по результатам именно этих оценочных процедур, они вошли в этот перечень. Соответственно, по сравнению с теми данными, которые есть у других регионов, мы как бы находимся на нижней планке по рейтингу, и поэтому выбор на эти школы в качестве школ с низкими образовательными результатами. Чтобы помочь данным школам,
в каких направлениях они имеют свои управленческие пробелы. Федеральный мониторинг проводится, еще раз повторюсь, который выявляет как раз эти проблемы, и эти проблемы очень схожи с теми, которые были выше указаны в докладе, озвучены. Итак, проясните, пожалуйста, еще дальше. Ну, это вот как раз динамика, тоже результат ЕГЭ по математике, то, что было сказано, да, усвояемость тоже такая нестабильная. Так, дальше результат ЕГЭ по математике тоже успеваемость снижается, у кого-то выше и так далее. В общем, именно по результатам этих данных школы выбраны в качестве школ с низкими образовательными результатами. Так, и акцент на... Можно провести дальше? Еще. Ага, еще. На этих результатах я сейчас подробно не буду останавливаться, управленческие проблемы понятны. Сейчас по рискам школ необходимо небольшой такой экскурс сделать. Да, вот как раз вот на этой таблице Алексей Владимирович тоже очень внимательно заострил, сделал акцент. Итоги показывают следующее. Значит, здесь высокая, средняя, низкая значимость факторов риска, да? И школы, которые участвовали в этом федеральном мониторинге, здесь школы сами определяют, участвуют группы, субъекты образовательного процесса, это директор, это педагоги, родители и сами обучающиеся проходили через этот мониторинг. И этот мониторинг показал вот такую картину, что низкий уровень оснащения школы, высокий фактор, да, риска, потом обучающиеся с рисками учебной успешности на втором месте, о распространенности риск стоит, низкое качество преодоления языковых барьеров, пониженный уровень школьного благополучия и до дефицита педагогических кадров больше 10%. То есть значимость фактора риска высокая получается. Если сравнивать с Российской Федерацией, да, то на первый риск тоже на первом месте стоит по значимости, да, это низкий уровень оснащения школы, потом обучающиеся с рисками учебной неуспешности, а дальше уже там уже другая идет, такая вот, как это называется? Градация, да, градация. Там на третьем-четвертом месте стоят те позиции, которые у нас стоят в самом низу. Низкая предметная методическая компетентность учителей, да, третья позиция идет. Низкий уровень дисциплины в классе, по России занимает четвертую строчку. То есть вот такая ситуация. О чем это говорит? О том, что все-таки высокая доля обучающихся с риском учебной неуспешности вкупе с риском низкого оснащения школы все-таки указывает на то, что у педагогов по большинству, да, отсутствуют компетенции, которые бы позволяли им успешно работать с обучающимися с рисками учебной неуспешности. То есть вот так вот можно это как бы вывод интерпретировать, да. Вот. И что еще можно здесь акцентировать? Конечно же, то, что низкопредметная методическая компетентность учителей стоит вот на риске, да, значимости фактора риска стоит на нулевой отметке. То есть учителя, которые определяли свою компетентность, в общем, посчитали, высказали уверенность в том, что у них все-таки предметная и методическая компетентность достаточно уровня. То есть это они риск не рассматривают. Ну, из каких параметров это формировалось? Конечно, здесь ряд таких вот вопросов, на которые тоже группы отвечали, учителя, педагоги, родители, и то есть из отдельных параметров складывались вот эти значения риска.
Так, низкий уровень оснащения школы, это из каких параметров? Это состояние классов, кабинетов, оценивали, дефицит цифрового оборудования, на первое место поставили, учебные материалы на третьем месте, интернет-соединение и оснащение зданий и помещений здесь по нулям. Вот. Но в подавляющем большинстве школ 86% высокая доля обучающихся, я уже говорила, да, именно с низким уровнем социально-экономического статуса. То есть вот это вот второй риск состоит вот из двух параметров. Туда входит как раз количество детей из семей неблагополучных и доля детей, которым рекомендуются дополнительные занятия. Можно пролистнуть дальше? Вот. Мы сейчас почему-то показываем. Но вот здесь как раз в разрезе всех школ, и в среднем в каждой школе 33% детей требуют дополнительных занятий в силу того, что у них вот социально-экономическое состояние неблагополучное. В каждой школе в среднем 64, где-то есть школы, даже больше 90% семьи, имеющие вот такой индекс. Да? По распространенности следующим риском стал риск низкого качества преодоления языковых и культурных барьеров 64%, а по России показатель составляет всего 16%. И он входит в группу наименее распространенных рисков. Получается, 82% детей, они отмечают, что русский язык не является повседневным языком общения. То есть это тоже все из ответов учащихся. Соответственно, на местах руководители, в том числе директора вот этих школ, они должны создать все условия, чтобы обучающиеся имели возможность адаптации к русскоязычному образовательному пространству. Но при этом не ущерб развитию родного украинского языка. Школьное благополучие. Школьное благополучие тоже находится как бы в зоне повышенной значимости риска. Да? По данным обучающихся, можно дальше пройти? В общем, в 97% школ встречаются ситуации конфликта и буллинга. В среднем в каждой школе происходит около 30 ситуаций. Это по ответам обучающихся. Обучающиеся более 80 школ сталкивались с несправедливым отношением учителей к себе. И в среднем в каждой школе около 8% обучающихся отмечают подобные случаи. То есть вот эта статистика, она тоже должна натолкнуть каждого управленца на местах, да, на уровне муниципалитета, школьного уровня, задуматься о том, что ситуация не очень хорошая именно в плане воспитательного процесса. Поэтому преобладающее большинство школ имеет такую ситуацию, соответственно, более 80% школ необходимо вот эту парадигму воспитательного, да, чтобы они пересмотрели. Так, далее, вот как раз на этом слайде, да, педагоги, более 70% педагогов, также в преобладающем большинстве школ, которые участвуют в этом федеральном мониторинге, они отмечают уверенность в своей педагогической компетентности. То есть вот 70% в среднем в каждой школе указывают на то, что они уверены в своей педагогической компетентности. При этом доля родителей, которые недовольны преподаванием предметов, в каждой школе составляет 19%. То есть вот эти вот проценты, они тоже должны наводить на определенные управленческие решения, и все школы, которые имеют повышенное значение рисков по этим показателям, должны выстраивать свою работу с учетом решения этих проблем. Ну и 46% из педагогов используют современные технологии.
выше 52% участвуют в системе обмена опытом. То есть вот такие вот показатели дают сами педагоги. Но здесь, наверное, необходимо акцентировать все-таки высокая уверенность, да, педагогов, она не стыкуется с теми данными, которые есть по итогам ВПР, по итогам ЕГЭ и ОГЭ. Поэтому педагогам необходимо вот этих школ действительно, может быть, пересмотреть свои отношения к своим обязанностям, к своей работе, выстроить, может быть, работу уже с учетом вот этих данных, траекторию, самовыразителей и так далее. Ну, система обмена опытом, в принципе, здесь показатель нормальный, но, тем не менее, наверное, тоже показатель немного повысить. Так, и следующий момент, как раз вот у нас проблема, об этом тоже министр говорит, доля обучающихся с АБЗ у нас каждым годом растет. Как раз здесь вот этих школ, статистику вывели, и доля учителей, которые испытывают инвалидность, тоже составляет 10%. При этом есть школы, где более 30% педагогов испытывают. Да? Вот следующий слайд можно посмотреть? Разбивка. Вот как раз буллинг здесь пошел, да? Там, где более 30% педагогов имеют затруднения, да, в работе с детьми с АВЗ. Есть также ряд школ, но незначительные, там всего 2-3 школы, где более 40% педагогов испытывают неуверенность в работе с детьми с АВЗ. Ну, а в преобладающем большинстве школ, порядка 20% испытывают в работе с детьми. Поэтому вот такого рода аналитика рисковых показателей своей школы, она должна лечь в основу составления дорожной карты по установлению отдельных направлений и, соответственно, дальнейшей работы, либо же корректировки своей работы. 36 школ, которые сейчас пошли на федеральный проект, они, я уже повторяюсь, они прошли точно такой же, там 10 вот этих направлений показателей, в каждом показателе по несколько показателей, соответственно, родители проходят, сами педагоги проходят, директор проходит и дети. И по итогам 36 школ также составляют свою дорожную карту по выправлению своей ситуации с учетом своих выявленных рисков. Возможно, ситуация такая же будет, возможно, она будет другая, но, думаю, тенденция все-таки общая сохранится проблем. Вот. И с учетом всего этого сказанного необходимо как раз управленцам акцентировать свое направление деятельности, направленческое направление. И управленцам нам муниципальная действительно тоже правильно и обеспечивать контроль. Как раз это есть механизм управления, который тоже, в свою очередь, мониторится федеральным центром. То есть эта информация, она для управленца всех уровней. Да. Для директора школы, чья школа прошла, это анкетирование. Для управленца муниципального уровня, для нас, для управленца регионального уровня. Потому что, коллеги, мы все слышим, что это 36 школ. И мы понимаем, что это достаточно большая выборка, которая нам в среднем дает показатели по региону, которыми мы не работаем. Плюс вот, то, что у нас было 116 школ, теперь 100 школ. Мы видим те качели, которые у нас есть. Есть школы, которые у нас стабильно 3 года находятся в школе. Есть школы, которые не входили ранее в список этих школ, сейчас добавляются. И выходят с точно такими же проблемами, как были в школах, которые ранее вошли в федеральный проект. То есть не нужно думать о том, что
Все вот эти выводы, эти цифры, исследования есть только на уровне Института оценки качества образования. Региональный кабинет, муниципальный кабинет и школьный кабинет ВПР доступен школе, муниципалитету и региону. То есть каждый управленец должен знать, что у него все данные по его зоне ответственности находятся под рукой. Только необходимо проанализировать, получить информацию и принять правильное управленческое решение. Вопрос сохранения здоровья наших детей, вопрос раннего определения актуального уровня развития ребенка, выявление как можно раньше проблем в состоянии здоровья ребенка, в его психическом развитии, эмоциональном развитии. Про эту проблему мы говорим ежегодно. Мы при выпуске детей на государственную итоговую аттестацию ежегодно поднимаем вопросы колоссального роста в 8-9 классе ребят, которые выходят на так называемую щадящую форму прохождения государственной итоговой аттестации. Что же происходит? И действительно ли все факторы, которые у нас находятся в окружающей среде, то есть говорят, что сейчас поколение не то пошло, дети больные не стали, или что-то мы не так с вами делаем, ребята, тоже очень острый вопрос, он у нас поднимается год из года. Нельзя сказать, что это вопрос только коррекционных школ или школ, где у нас есть коррекционные классы, потому что дети с особенностями здоровья. Увеличение количества таких детей свойственно для каждой образовательной организации нашей республики. Даже если мы берем школы, где мы считаем, что все очень хорошо, да, это республиканские наши учреждения. Вопрос сопровождения детей, оказания вовремя необходимой помощи и коррекции. У нас присутствует специалист Центра СайЗерал Сабагая Пиеновна. Ваша точка зрения, коллеги, прошу обращать на регламент, мы сейчас работаем, ваша точка зрения вот о том, что нужно нам учитывать при организации диагностики и коррекции детей и подростков, да, диагностика и коррекция педагогической запущенности. Какие вопросы нам необходимо доработать для того, чтобы точно знать состояние наших детей, вовремя оказывать им помощь и там, где возможно, выравнивать развитие ребенка и выводить его уже в выпускные классы не на государственный выпускной экзамен, да, а сохранять ту форму прохождения итоговой аттестации. Ваша точка зрения как специалиста. Уважаемые коллеги, прежде чем говорить о проблемах диагностики и коррекции социально-педагогической запущенности, хотелось бы вспомнить, напомнить о понятии педагогической запущенности. Педагогическая запущенность – это нарушение развития, обусловленное недостаточностью воспитания и обучения, проявляющееся в снижении познавательной активности ребенка, в нарушении его эмоциональной личностной сферы и социальной дезадаптации. К основным факторам формирования педагогической запущенности относятся семейные взаимоотношения, потому что именно в семье, в семейном кругу ребенок получает первичный социальный опыт, на основе которого формируется дальнейшее восприятие окружающего мира. Как нам сказали, итоги ФИОКа, это наибольший процент, это у нас получается с риском учебной неуспешности. В текущем учебном году всего в общеобразовательных организациях получается 4478 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 1219 инвалидов. Но не все дети с ограниченными возможностями здоровья с педагогической запущенностью. Так, по данным нашей Центральной психолого-медико-педагогической комиссии, ежегодно наше обследование проходит более
почти 3000 детей, да, но в основном 73% обратившихся признаются обучающимся в СВЗ. А остальные дети, это в соответствии со статьей 42 Федерального закона образования, это дети, нуждающиеся в психолого-педагогическом сопровождении помощи. Это помощь психолога, логопеда, то есть это дети не ОМЗ. Значит, из всех обратившихся наибольший контингент – это дети, нуждающиеся, которым рекомендовано обучение по адаптивным основным образовательным программам для детей с задержкой психического развития. И по обращениям, это в комиссию обращаются по представлению образовательных организаций, это 74,7%. И 16% это по представлению самих родителей. По заявке медико-социальной экспертизы это 3,7%, организация здравоохранения 3,4% и органы соцзащиты это 2,9% по их обращениям. Необходимо отметить, что образовательные организации через работу школьных консилиумов направляют детей на психолого-медико-педагогической комиссии. Именно на заседании психолого-медико-педагогической комиссии по итогам выявления группы риска обсуждается и составляется уникальная программа сопровождения детей, которые попали в группу риска. Диагностикой педагогической запущенности нас занимаются психологи, помогают классные руководители, начальной школе это классные руководители и в начальной школе это выявляется как по запросу самих классных руководителей или же по итогам рисуночных, проективных методик. В средних классах это опросники, тестирование и так далее. Да? И по итогам тестирования, обследования дети посещают занятия педагога-психолога, но есть моменты, когда только педагогическим воздействием невозможно искоренить педагогическую запущенность. Это могут быть обусловленность и проблемы со стороны здоровья. Поэтому дети после обследования ППК получают статус обучающихся в ВЗ. И основные причины – это, конечно же, низкие социально-экономические условия проживания ребенка, или направление ребенка на ППК в поздние сроки, 8-9 класс, и именно в этот период выявляется то, что ребенок нуждается в создании специальных образовательных условий. И следующая причина – это когда отмечается текучесть педагогических кадров в начальной школе. Это мы выявили процессы консультирования родителей. Когда мы в процессе консультирования спрашиваем, как вы считаете, почему ваш ребенок не успевает, помимо того, что состояние здоровья, вам была рекомендована консультация таких врачей, травматолога и так далее, да? И родители отмечают, что это у нас в начальной школе была часто семья педагогов, а также некоторые педагоги тоже действительно испытывают трудности при обучении детей ОВЦ с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с федеральными стандартами. И федеральный стандарт обучающихся ОВЦ требует, чтобы даже если один ребенок в школе имеет ОВЦ, все педагоги должны пройти курсы повышения квалификации не менее 70 часов. Поэтому эта проблема не только у нас в Туве, по всем регионам вся эта проблема озвучилась. И Минпросвещение открыло портал, называется «Система образования РФ». Там можно пройти курсы повышения на 144 часа, и 90% оплачивают Минпросвещение, 10% сами педагоги. Это где-то 600 детей. Если просто ввоз, это 300 рублей. Регистрация у нас до 28 февраля. И рекомендации. Вот рекомендации – это пройти педагогам курсы повышения квалификации. И, конечно же, необходимо повышать педагогическую компетенцию родителей.
проводить различные всеобучи. У нас по консультированиям родителей занимается у нас единственный центр, КПВС-центр, хотя по требованию, по рекомендациям Минпросвещения на этот центр нужно нам умножать на каждые 6 тысяч населения. Детского населения рекомендуется по КПВС-центру, а психолого-медико-педагогической комиссии в соответствии с приказом 282 это на каждые 10 тысяч населения, детского населения, это по одному КМБК. И в текущем учебном году у нас еще один КМБК добавился, это в городе Акбатов. Мы очень рады, что благодаря этому есть возможность, что своевременное выявление детей для создания специальных образовательных условий. Родители, к сожалению, не всегда готовы с дошкольного возраста признать эту потребность детей, и поэтому дети в основном до конца начальной школьного возраста обучаются по общеобразовательным программам, получают только отдельно помощь. Поэтому очень важно в этом направлении повышение педагогической компетенции родителей. И, конечно же, так как семья играет очень важную роль в формировании педагогической запущенности, поэтому в этом направлении надо полноценно организовать досуг ребенка и, конечно же, поддерживать семейные ценности. И позвольте привести статистику, что из всего обратившихся в нашу центральную КМБК за 21 год, 28,2% это дети, воспитывающиеся в неполных семьях, в основном это мама воспитывает. И еще одна проблема – это когда дети проходят диспансеризацию щекотную и животную, то в процессе диспансеризации в основном на карточках детей написаны, врачи пишут соматический диагноз, психопатология не выявлена. Поэтому, когда ребенок уже в 9 классе на КМБК приходит, и мы смотрим карточку, и в карточке ребенок соматически здоров, и мы никак не можем сразу рекомендовать активную программу. Поэтому необходимо повышать, информировать родителей о том, что очень важно принять, осознать особые образовательные потребности детей. И таким образом у нас психолого-медико-педагогическая комиссия в основном занимается сопровождением ребенка из ФЛЗ в школах. Не во всех школах имеются такие службы. Такие службы отсутствуют в основном в малокомплектных школах. Поэтому очень важно, чтобы, как озвучивали предыдущие докладчики, форма такая. Нам очень важна сетевое взаимодействие, то есть использовать ресурсы других учреждений, если в школе отсутствуют такие важные специалисты сопровождения, как психолог, логопед, дефектолог. Вопросов нет, коллеги? Так, мы говорили о проблемах. Давайте поговорим о том, как решить нашу проблему такого плана. И переходя к следующему вопросу, можно сказать о том, что сегодня об этом было сказано, что школы имеют разные материальные возможности, разные кадры. И, конечно, большую проблему сегодня имеют малокомплектные школы. И здесь в помощь этим школам приходит сетевая школа. Как раз об этом сейчас мы говорим, послушаем вступление Занова Алексея Викторовича о сетевой школе по обеспечению равного доступа к качественному образованию в сельских школах. А потом можно будет обсудить этот интересный вопрос. Добрый день, уважаемая Ирина Васильевна, уважаемые коллеги. Во-первых, мы очень рады, что такие образовательные форумы приглашают представителей муниципального образования. Перед нами тоже немаловажный вопрос качества знаний на сегодняшний день в наших образовательных организациях. В связи с этим разрешите приступить к краткому докладу. Постараюсь более доступно довести до коллег, чаще вкратце.
Любое развитие, коллеги, мы знаем, всегда сопряжено с проблемами. Система образования – это не исключение. Актуальной проблемой образования на сегодняшний день является равный доступ к качественному образованию. И сельская школа в данной проблеме занимает особое место. Убежден, что вопрос обеспечения равного доступа к качественному образованию в сельских школах это и вопрос общего развития нашей страны в целом. Согласно национальным целям и стратегической задаче федерального проекта «Современная школа», национального проекта образования к концу 2024 года менее 70% общеобразовательных организаций страны будут реализовывать образовательные программы в сетевой форме. Таким образом, именно в целях развития наших малых сел и сохранения малокомплектных школ через улучшение условий и повышение качества образования, доступность профильному и специализированному образованию детей, жителей этих сел путем создания единого образовательного пространства, обеспечивающего государственные гарантии доступного и качественного образования, в 2019 году по одобрению, коллеги, по одобрению жителей населенных пунктов, да, вот нашего района, сельских поселений, то есть провели сходы граждан, и согласно приказу Министерства образования и науки Республики Тыва, Чайкорский Кожун был утвержден участником приоритетного проекта «Сетевая школа Республики Тыва». И, соответственно, 4 января 2019 года на базе Колосенской средней общеобразовательной школы состоялась официальная презентация проекта с участием руководителей Министерства образования и науки Республики Тыва, администрации и, конечно же, педагогического сообщества. Паспорт нашего проекта и план мероприятий были утверждены соответственно постановлением администрации Кожуна. Также для реализации проекта на муниципальном уровне мы создали и утвердили состав рабочей группы. Туда в обязательном порядке входит председатель администрации района и, конечно же, заместитель курирующий социальный блок. На сегодняшний день вот меня, да, как бы, система образования, вот, когда мы уже входили, начали реализовать данный проект, в 2019 году она состояла из 6 общеобразовательных организаций, и только при 2 общеобразовательных школах были учреждения объекты дошкольного образования. Также отдельно у нас были 6 детских образовательных учреждений, детские сады, да? И мы решили в том же, да, вот, году путем присоединения к общеобразовательным организациям реорганизовать эти вот наши детские сады и присоединить к школам. Параллельно путем присоединения у нас тоже была реорганизована начальная школа села Холодцы. Также вот, мы присоединили, получается, к нашей Холодцинской базовой школе. В 2020 году из баланса управления образования Кожуна также был передан загородный наш оздоровительный лагерь Метногорск. На сегодняшний день у нас картина такова: после проведения вот всех мероприятий по организации также функционирует, пока это промежуточные моменты, функционирует 6 школ в составе всех, которые имеют структурные подразделения дошкольного образования. Докладчики до меня, уважаемые коллеги, говорили уже, да, по преемственности, да, вот, разных уровней образования. Вот в целях именно создания мы решили вот именно путем организации присоединить наши детские сады.
Таким образом, присоединение всех образовательных организаций Кожуна в одно образовательное пространство, то есть проект «Сетевая школа» Чайковского Кожуна представляет возможность приведения в соответствие количества работников всех структурных подразделений. Да, именно по OpenShow, где даже мы озвучивали, да, позволяет расширить границы школ, где материально-техническая инфраструктура базовой школы становится доступной для всех учащихся школ района нашего. И предоставляет именно, о чем мы говорим, равный доступ к качественному образованию и, в общем, проявление своих талантов нашей. На данный момент, согласно плану реализации проекта, в базовой школе у нас функционирует ресурсный центр, где у нас задействовано на сегодняшний день 6 методистов из числа педагогов школы по предметам русский язык, математика, биология, химия, история, обществознание. Для оказания адресовой методической помощи учителям предметов Кожуна, разработки программ, методических материалов и обобщения опыта. То есть не для цели там, как можно более мягко выразиться, контроля, да, ежедневного, а именно предоставление методической помощи, оказание методической помощи учителям наших батальонов, может быть, конкретной школы. В плане на будущее для эффективной организации и усиления кадрового потенциала школы после реорганизации всех образовательных организаций Кожуна планируется также у нас реорганизация самого управления образованием. То есть путем ликвидации, где часть работников управления перейдут в структурные отделы базовой единой школы, Калансинской средней общеобразовательной школы, а часть у нас перейдет в отдел социального блока при администрации Чайковского района. Вот здесь у нас в слайде имеется примерная структура, как мы видим, да, вот примерную структуру сетевой школы, то есть на уровне базовой школы у нас распределены отделы, это администрация школы, ресурсные центры и немаловажный на сегодняшний день очень вопрос по созданию отдела медико-социального психологического сопровождения детей, отдел воспитательной работы и профилактики, отдел дошкольного образования, ну и, конечно же, здесь финансово-экономическое отдел, кадровое отдел, у нас не представляется, да, вот реализация всех проектов, ну и вообще деятельности образовательной организации. Далее у нас идут все структурные подразделения, то есть одно является одно юридическое лицо. Далее у нас идут структурные подразделения, где входят все наши реализованные учреждения. Но тем не менее, в данных же образовательных организаций у нас имеются также руководители структуры подразделения. Они не будут являться директорами, да, образовательной организации или заведующими детского а руководителями структурных подразделений. Вот видимо примерно вот так вот нашу структуру. И перед этим был у нас сайт, что на сегодняшний день у нас уже реализуется, то есть введена кейсовая технология, да, обучение по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, информатике, технологии, туинскому языку, разработан именно вот нашими методистами ресурсного центра. На стадии завершения на сегодняшний день у нас находятся кейсы по английскому языку, истории обществознания. Также за последние 2 учебных года во всех школах Кожуна у нас проводятся консультации и уроки в дистанционном формате по обязательным пунктам для учащихся 9 и 11 классов. Тут у нас при первом же выводе коронавирусной инфекции
мы на себе не ощутили вот эти вот проблемы, да, именно дистанционного формата обучения, потому что мы уже были готовы к этому, потому что у нас на территории района уже реализовался вот проект сетевого взаимодействия. Что еще хотелось бы сказать? По дистанционному наши вот учителя, методисты, да, вот методисты ресурсного центра, они проводят не только в дистанционном формате, а согласно учебного программного они еще уезжают в наши многопрофильные школы, что очень хорошо влияет. Да, вот, например, есть у нас школы, где нет учителей, элементарно носителей русского языка. А когда вот с базовой школы учитель стажистов приезжает, они проводят вот эти вот все консультации, это очень большой эффект дает. Также вот параллельно мы не сидим только рассматриваем вот наш проект, а пытаемся вот, участвовать во всех вот грантах. Вот недавно тоже наша базовая школа выиграла 1 миллион рублей на развитие образования, и большую вот сумму они направили тоже на повышение качества, на повышение качества образования, на квалификации наших периодических работников. Да, и могли бы и здесь, да, но все равно есть такой интерес именно посмотреть опыт наших коллег за пределами нашей, то есть других регионах страны. Одним из таких моментов, да, положительных, это у нас приобретение мобильной лаборатории. То есть и углубленное изучение таких предметов, как физика, биология и химия, ведется вот именно с помощью нашей мобильной лаборатории, которую получили мы в рамках национального проекта образования на средства из федерального бюджета. И представляет собой вот автотранспорт с оборудованием на общую сумму 3 рублей для проведения лабораторных работ, практику по этим предметам уже в школах. Да. Ну, для кого секрет, коллеги, элементарно даже у нас же, можно сказать, отсутствует просто условия даже хранения вот этих вот реактивов, материалов для проведения лабораторных работ. И вот нам данная мобильная лаборатория дает возможность более крупно на практике обучать наших детей. Вот вышеуказанное мероприятие, полученное вот оборудование на повышение качества образования за время реализации проекта показали, в общем, положительные эффекты. Например, вот в прошлом учебном году 2020-2021 из 40 выпускников 11 классов, это базовая школа КМЦ, 32 учащихся, школа 8 учащихся, аттестат о среднем общем образовании получили все на 100%. Также параллельно наблюдается повышение среднего балла по русскому языку. Да? Уровень у нас обученности составил 100%, и, соответственно, качество знаний 63,6%. По математике профильный уровень, это 25 участников, преодолели минимальный балл 21 или 84%. Да? Ну и качество знаний 36,3%. Но в целом с момента начала реализации проекта у нас, можно сказать, наблюдается положительный эффект по управлению нашими образовательными организациями. Учитывая вышеизложенное, можно сказать, для детей промежуточного, да, уже не итоговым результатом, а промежуточным, потому что на сегодняшний день можно сказать, что сетевая школа обеспечивает равный доступ к качественному образованию путем расширения границ материально-технической, что мы каждый раз тоже озвучиваем, да, в течение сегодняшнего дня.
методической инфраструктуре базовой школы, где учителя всех школ, входящих в состав сетевой школы, являются единым коллективом, ведут совместно уроки, помогая и контролируя друг друга, осваивая единые кейсы. Также решилась проблема материально-технического оснащения учебного оборудования по физике, химии, биологии, которые отсутствуют в нашей конкретной школе. Я уже озвучил, да, как у нас единому расписанию данная лаборатория выезжает, и учителя базовой школы уже совместно с учителями местных данные уроки. Ну, в сетевой школе, когда контингент учащихся считается общим, имеется возможность формирования профиля класса из числа учащихся разных образовательных организаций, находящихся в разных селах Кашура. В этом случае учащийся, получив профильное обучение, есть трудности при предыдущей профессии, будучи конкурентоспособными при поступлении в вуз, не только в вуз, но и в сфере учебного заведения. Данное условие у нас является важным для сохранения школ малых селах, а значит и сохранения самого села. Мы, как представители муниципального образования администрации Чечевского района, более чем заинтересованы, чтобы сохранить наши малые районы села и предоставить возможность нашим ребятам получать образование, качественное образование рядом с родителями, чтобы они не уезжали обучение в районные центры, город призывного на наших семьях. У меня вкратце все, спасибо. Спасибо. Здесь добавить, я просто хочу немножко добавить вступление Сергея Викторовича. Я с этим проектом работала. Та мобильная лаборатория, то оборудование, которое было показано здесь, но куплено за счет регионального. Это все-таки оборудование, которое нам предоставило Министерство образования на поддержку нашего проекта. Спасибо вам за такой содержательный доклад, очень интересный. Вы знаете, сколько было у нас вопросов, когда внедрялся этот проект сетевой школы, столько было, ну, так скажем, даже сомнений, да, по большому счету. Я вот согласна с вами, что республика Тыва школа – это градообразующее предприятие, поэтому сохранение школ в малых селах очень важно. И мы с вами сейчас, коллеги, убедились на практике, увидели, что действительно проект сетевой школы работает и решает многие проблемы. Хотя вот хотелось бы отметить такую вещь. Во всех выступлениях предыдущих участников нашего форума прозвучала такая проблематика, это в первую очередь военная и медицинская компетентность наших педагогов. И сегодня нам бы хотелось услышать именно мнение практиков. Сегодня здесь присутствуют учителя истории обществознания, Даржа Олеговна, это школа Кызыльского района, и Елена Александровна Кудрявцева, которая является заместителем директора по научно-методической работе, тоже учитель истории обществознания, лицея номер 15 города Кызыла. Наши коллеги подготовили такую тематику профессиональной компетенции современного педагога, проблемы оценки и тьюторского сопровождения. Уважаемые коллеги, вам предоставляется слово. Хорошо. Можно презентацию? Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы хотела в своем докладе остановиться на проблемном поле методической и предметной компетенции учителей истории нашего региона. Являюсь учителем истории, уже сказали, также представителем гуманитарного образования. Можно следующий слайд. Как уже было сказано, в сентябре месяце на базе Института развития образования мы проходили курс Академии Министерства просвещения «Школа современного учителя». Мне повезло, что я в рамках данного курса прошла программу как тьютор и как слушатель. Целью данного курса было создание условий для профессионального роста учителей, основанного на выявленных дефицитах и ориентировано на достижение конкретных новых результатов.
По итогам прохождения курсов ожидаемые результаты были следующие. Учителя должны были ознакомиться с вариативными модулями, с предметным модулем, с методическим модулем. И, что примечательно, в рамках курсов очень хорошие были материалы по функциональной грамотности. По итогам прохождения данного курса мы, учителя, слушатели этих курсов, должны были написать диагностическую работу. Но об этом тоже сказали. Я лишь остановлюсь конкретно на своем предмете история. Всего было заявлено, коллеги, 142 учителя должны были пройти, прослушать данный курс, а прошли, вот, видите диаграмму, да, по муниципалитетам, прошли данный курс 95 учителя. 95 учителей истории. Большое количество – это город Кызыл. Да, у нас приняли участие в данном курсе. Многие в силу определенных причин, наверное, да, не смогли принять участие. И вот по итогам написания диагностической работы, какие у нас получились результаты? Вообще в диагностической работе было всего 4 раздела. То есть по итогам изучения всех материалов курса мы должны были продемонстрировать свои знания по содержанию учебного предмета, планированию учебных занятий, методики и оцениванию образовательных результатов обучающихся. Итоги оказались следующими. Всего из 95 учителей с минимальным результатом вышли у нас по разрезе Кожунов, да, в разрезе муниципалитетов. Если говорить о цифрах, то с минимальным результатом у нас вышли 12 педагогов, это 12%. С низкими результатами вышли у нас 54 педагога, это более 56% всех учителей. И со средним результатом 29%, это около 31%. Можно следующий слайд. В анализе, предоставленном Центром повышения квалификации, там отмечается, что вот с этими учителями, те учителя, которые получили минимальные, да, 12 учителей, так, можно следующий слайд. И вот смотрите, да, и как показал анализ этой работы, большие трудности учителя истории нашего региона, да, испытали в методической части, потому что почти все задания, кроме одной этой части, были выполнены на недостаточном уровне. Это менее 30%. Можно следующий слайд. Ну вот тут отмечаются вот такие пути решений, так сказать, да, то есть минимальный тут требуется принятие управленческих решений, но это тоже уже озвучили, я останавливаться на этом не буду. Таким образом, такие 3 крупные проблемы были выявлены в результате данного курса, в результате диагностической работы. Это 3 большие проблемы, касаемые, в частности, методической компетенции учителей истории. Первая проблема – это отсутствие умения планировать учебную деятельность на основе вариативных форм. Это из-за недостаточного знания о содержании ВГОС, уровня общего образования, содержания рабочей программы учебного предмета. Вторая проблема – это умение разрабатывать и применять современные педагогически обоснованные инклюзивные технологии обучения. То есть в диагностической работе были такие задания, где учителя должны были продемонстрировать свои знания по составлению технологических карт, по решению определенных педагогических ситуаций и так далее. И третья большая проблема, касаемо оценки качества образования, это, можно следующий слайд, это проблема отсутствие умения выбирать и использовать эффективные формы организации сотрудничества с коллегами. Это вот последняя группа заданий, по-моему. Там учителя должны были продемонстрировать, как, допустим, они могут решить конкретные проблемы по результатам ВПР,
ОГЭ, ЕГЭ и так далее. То есть тут это причиной этого отсутствия умения стало недостаточное знание о методике организации совместного решения задач. То есть в рамках школьных методических объединений, в рамках каких-то проектов, да, и незнание принципов методики разработки и оценки образовательных результатов. Ну, пути решения, механизмы решения я как тьютор, наверное, не буду, но, на мой взгляд, данный курс, как слушателя, да, не как тьютора, именно как сопровождающий тьютор, я хотела бы отметить следующее. Данный курс мы должны были с сентября по декабрь изучить, рассмотреть все материалы, просмотреть. Там были достаточно очень хорошие разработанные материалы, видеоуроки, видеолекции, там, наших ведущих российских историков, например, да. Я не знаю, в чем была проблема, но почему-то наши учителя продемонстрировали, что у них большие проблемы именно в методических компетенциях. Там, допустим, были очень хорошие слайды, презентации по оценке качества образования, по методическим компетенциям. Но как тьютор я все-таки, наверное, считаю, что главным инструментом или механизмом, да, решения данной проблемы является самообразование. Самообразование. Мы сейчас живем в достаточно таком информационном обществе, да, где информация очень доступная, курсы, они все доступные, через дистанционные технологии можно обучиться получить любые знания, да, и я все-таки склонна к мнению, считаю, что самообразование является системообразующим компонентом для решения данных проблем. У меня на этом все. Мне очень печально слышать, что такая статистика коснулась учителей истории. Меня это задевает, поскольку я сама как учитель истории. У меня учитель физики уже затруднялась. Очень много разлагающих во времени ограничено. Я вам скажу, как член РУМО, да, в докладе было озвучено об учебниках, да, о том, что там, да, разные учебники. У нас в республике такая проблема, она была года 2 назад, потому что очень многие школы, они не хотели принимать тот факт, что нужно менять учебники. И мы эту проблему решили в прошлом году совместно с институтом, мы отправили рекомендации. Надеюсь, что в этом году все школы у нас обучаются по этим рекомендациям. Будем надеяться, что вы будем надеяться в том числе. Да. Я на этом все. И кратко по предмету обществознания. Оценка профессиональной компетентности педагогических работников является актуальным направлением реализации кадровой политики Российской Федерации, связанной с формированием единой системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. И Министерство просвещения инициировало проведение процедуры оценки предметных и методических компетенций учителей. Учителя республики, 35 учителей республики, прошли процедуру оценки предметных и методических компетенций. Из них 3 на минимальном уровне, 8 низкого уровня и 24 среднего уровня. При выполнении работы учителей обществознания были выявлены следующие трудности. В первом блоке предметная подготовка. Выявляла знание преподаваемого предмета в пределах требований КОС. Это сформулировать планируемые предметные результаты освоения по теме для уровней основного образования, составить сложный план по теме и указать 3 принципиальных различия в результатах освоения данных разделов между уровнями образования. Так вот, проблема первая – это умение формулировать планируемые предметные результаты освоения содержания. И проблема как раз вот она в чем? Разные уровни владения базовыми компетенциями вообще в знании, в содержании предмета обществознания. Вторая проблема во втором блоке – это методика преподавания, знаний основ методики. Проблема выявилась в подборе методических приемов, направленных на формирование универсальных учебных действий
в рамках заданной темы и методических приемов, обеспечивающих освоение нового материала, обучающихся с ОВЗ, проведением сравнительного анализа результатов ВБР и формулирование выводов о качестве подготовки обучающихся, подбор творческих заданий для учеников, имеющих успешный опыт Всероссийской олимпиады школьников. Третья проблема в том, что учителя испытывают существенные затруднения в отборе современных технологий обучения, реализации на практике, индивидуализации и дифференциации обучения. Четвертая проблема – трудности в дифференцировании результатов на предметные, метапредметные и личностные. И, конечно, если говорить о том, нужна ли нам вообще оценка методических компетенций, предметных компетенций, конечно, нужна, чтобы учитель видел, что он знает, да, что он понимает, каков его уровень владения профессиональными компетенциями и куда ему идти дальше. Если говорить вот о курсе школы современного учителя, да, учителя получили возможность повысить уровень своего профессионального мастерства и в качестве слушателя или в качестве тьютора. И хочется сказать огромное спасибо составителям этого курса, организаторам, потому что курсы очень насыщенные. И организаторы и составители были заинтересованы в том, чтобы сделать как раз вот акцент на тех трудностях, которые показали учителя. Это вот посмотрите, специфика предметного содержания, это особенности современной методики преподавания. И здесь лучшие учителя России нам как раз говорили о том, что наряду с персонализацией обучения это еще и цифровизация. Нам представили широкий спектр возможностей, который открывает нам онлайн-ресурсы и приложения для проведения уроков. И грамотное совмещение может обеспечить высокую успеваемость и повысить мотивацию учащихся, потому что как раз вот возможность включить ребят в такие вот современную деятельность, да, современные виды деятельности повышает их мотивацию. Речь шла еще и о уровне читательской грамотности самого учителя. Ведь уровень читательской грамотности, вообще функциональной грамотности детей во многом зависит от соответствующего уровня самого учителя. Поэтому крайне важно нам, учителям, работать над повышением функциональной грамотности наших учителей. Тьюторство – это, конечно, такой первый еще опыт. И вот здесь что показало тьюторство? Видимо, учителям не хватает времени, поэтому сложно получать необходимые знания, умения, навыки, компетенции без отрыва от работы. И тьюторство показало низкую мотивацию учителей к повышению профессионального уровня. И вот вопрос, насколько учителя будут использовать информацию, которую они приобрели на курсах, и дальше воплощать в учебный процесс, чтобы повышать качество образования. Спасибо. Спасибо, Ирина Александровна. Вы знаете, ваше выступление меня вызвало такой вот вопрос. Скорее всего, то, о чем вы сейчас говорили, это будет являться важной составляющей будущей аттестации учителя. Да. И учителям нужно говорить о необходимости участия либо в таких диагностических мероприятиях и, соответственно, обучении соответствующих, поскольку это повлияет на процесс аттестации. Да. Нет, но это раз, и второе, что каждая школа, уже зная результаты для работы учителя, уже построила свою работу, ну, я так понимаю, методическую, да, работу, для того, чтобы решить проблемы, которые выявились в процессе данного тестирования. Здесь, конечно, очень важно получить грамотную методическую помощь. Человек, который имеет соответствующее уже обучение сам. Насколько ваши выводы перекликаются с той информацией, которую Виктория Викторовна сказала? С одной стороны, учителя, наверное, и спрятались, отвечая на вопрос, потому что при анкетировании они говорят, у нас нет проблем. Было бы хорошо вот это вообще слайд показать. Сопоставить, потому что учитель, наверное, это защитная какая-то реакция идет, что у меня нет проблем, а вот такая диагностика показывает, есть проблемы, их надо решать. Людей без проблем, наверное, не бывает.
Но для нас, мы все прекрасно понимаем, что сегодня в пленарной части Владислав Ильич сказал, что образование – это наше все. А мы с вами, слушая каждую информацию, понимаем, что учитель – это все. Вот в школе учитель – это все. Это и работа с родителями по повышению их грамотности в части обращения на комиссии. Это и качество знаний, это и уроки, это и сетевое взаимодействие, потому что не каждый учитель поедет в другую сельскую школу. Ведь мы же понимаем, что это нужно в постоянном развитии, чтобы не только своих учеников учить, а приехать и в класс, который ты видишь впервые или видишь иногда, давать знания, чтобы детки показывали хорошие результаты. Мы выходим на самое главное, наверное, выступление, на выступление Ураны Давидовны и Ирины Валерьевны. Это то, что мы предлагаем как основной глобальный путь выхода из той ситуации, которая у нас есть. Пожалуйста. Да, у меня здесь, коллеги, пожалуйста, включите презентацию. И чтобы плавно перейти к той теме, которую возложили у нас с вами в зале, я бы хотела провести уйти от компьютеров и от компетенций учительских. Коллеги, которые, мне бы даже хотелось, это только одна роль, одна позиция была тьюторства. Я бы все же их позиционировала как региональный методический актив. Вот два представителя сидят рядом со мной. И поскольку они относятся к региональному методическому активу, то они в первую очередь методисты. А там их роли в течение методической работы, они меняются. В рамках курса «Школа современного учителя» они были тьюторами. В рамках своей образовательной организации они наставники. Они супервизоры по отношению к коллегам из других образовательных организаций. Поэтому их роль очень велика, и нам, Ирина Васильевна, нужно будет очень хорошо подумать вместе с министерством, как защитить наших методистов от перегруза. Потому что не говорят на кого не секрет, одни и те же люди, они же методисты, они же предметные комиссии, итоговые аттестации, они же на мероприятиях муниципального, регионального, школьного уровня. Это все одни и те же люди. Поэтому нужно как-то продумать мотивирующие какие-то моменты вот для этих педагогов. И еще большая задача стоит у нас дальше. Мы создали определенное количество, я очень люблю это слово, собственно, пул региональных методистов. Сейчас наша задача создать в каждом муниципальном образовании свой методический актив, чтобы у нас действительно помощь, поддержка дошла до каждого учителя. А это тоже, в свою очередь, отдельный из аспектов единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Это вот такое связующее звено. Цель вообще этой системы, она начала формироваться вот уже третий год, наверное, с 2020 года, имеет уровневую структуру, и основная ее цель – это создание единого методического пространства внутри государства, даже не региона, а государства. И вот этот курс, флагманский курс Академии просвещения, который сегодня упоминался, перед ним был курс по функциональной грамотности, это как раз демонстрация вот единого научно-методического пространства для учителей всей Российской Федерации. Программу по курсу «Школа современного учителя» прошло более 70 тысяч учителей во всех регионах. Ну и, конечно, это обеспечение взаимодействия субъектов вот этой деятельности на всех уровнях. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, здесь мы видим сейчас задачи, которые стоят перед этой системой. Они очень разносторонние, но направлены все на одну единственную цель. Это поддержка профессионального развития педагога, начиная от становления, от получения профессионального образования и заканчивая всей дальнейшей профессиональной карьерой учителя.
Это вхождение, введение, да, и повышение квалификации по программам из федерального реестра. Вот для этой цели был создан федеральный реестр программ дополнительного профессионального образования. То есть самые лучшие программы проходят очень серьезную оценку 3 федеральных экспертов. Это очень серьезная работа, я это знаю, поскольку сама являюсь федеральным экспертом. Их небольшое количество, и даже не во всех регионах есть. В нашем регионе 2 есть эксперта, но тоже думаю, что мы будем увеличивать их количество. И в этом году мы поставили перед собой задачу создать такой же реестр регионального. Это, конечно, и новая форма поддержки сопровождения учителей, дальнейшее развитие профессиональных сообществ и выявление и распространение лучших воспитательных практик, образовательных практик, управленческих практик, где наши педагоги смогут проходить стажировки по изучению этих практик. Далее. Вот 5-уровневое строение единой федеральной системы. Здесь слайд хоть и называется региональная система научно-методического сопровождения, но без нашего надуровня федерального она все равно не работает. Федеральный уровень представляет Министерство просвещения, Академия просвещения, Федеральный институт оценки качества образования, созданный при Академии Федеральный методический центр и, конечно, Российская академия наук. Они разрабатывают стратегические документы для всей системы образования Российской Федерации. Они разрабатывают методические материалы. А вот мы на региональном уровне, который представляет из себя Министерство образования региона, все подведомственные учреждения, это Институт развития образования, Институт развития национальной школы, оценки качества образования, Центр СЭЗРАЛ, это все учреждения, которые имеют лицензию на образовательную деятельность, позволяющую им работать с педагогическими работниками. Ну и, конечно, это созданное несколько лет назад региональные учебно-методические объединения. Это региональный уровень. Очень важный уровень связи идет между теми, кто выстраивает государственную политику в области образования, между теми, кто их реализует, это, конечно, муниципальный уровень. И я бы не ставила все-таки ниже, как здесь на слайде, вот я бы технически, да, рамочно была ограничена, а вот институциональный субсидиарный уровень я поставила бы рядом с муниципальным. Институциональный уровень – это наши профессиональные педагогические сообщества, ассоциации, союзы. Мы будем расширять членство в них. Это одна из форм тоже развития профессионального мастерства педагогов. И замечательно, что у нас в регионе появился вот субсидиарный уровень. Это те сущности, которые были созданы в рамках проекта образования. Это и Центр непрерывного повышения профмастерства, который был открыт 5 октября этого года при Институте развития образования. Это кванториум, это школьный кванториум, гимназия номер 5. Это достаточно большое количество центров точек роста и центров ЦОС, цифровая образовательная среда. Мы на базе вот этих всех образовательных организаций также можем организовывать площадку для наших педагогов, для повышения профессионального мастерства, для их профессионального общения. Следующий слайд, пожалуйста. Далее. Ну и вот муниципальный уровень региональной системы научно-методического сопровождения. Это муниципальные методические службы, которые, давайте согласимся, мы будем создавать, потому что они в 90-е годы были разрушены. То, что у нас сейчас есть, это только называется методизм. На самом деле возложены в большей степени на них, конечно, организационные вопросы, решение организационных, управленческих вопросов. Поэтому вот это большая задача не одного года создать, развить, чтобы эта система устоялась и заработала.
Это методические советы, причем методические советы разного уровня. Методический совет муниципального уровня, методический совет уровня образовательной организации, региональный методический совет. Он также необходим для качественной работы муниципальных методических служб и региональных в том числе. Это методические ресурсные центры муниципальные. У нас такой центр есть один, да, вот у Черепольского Кожуна, и есть у нас 3 ресурсных центра, 4 ресурсных центра по обучению детей ОВЗ. Им уже большой опыт имеется, и давно есть чем поделиться. К тому же наши педагоги при оценке, о которой говорили коллеги, методисты, тьюторы, показали слабое владение технологиями работы с детьми, обучающимися в ОВЗ. Это методисты и тьюторы муниципального уровня. Вот нам нужно их достаточное количество обучить, настроить. Человек должен принять вот эту позицию тьютора или позицию методиста, или позицию наставника. Он должен захотеть это делать. Ну и, конечно, ставка здесь – это большой опыт, это педагоги, победители профессиональных конкурсов и грантёры. Мы их тоже будем привлекать к работе в муниципальной методической службе и вообще в региональной системе научно-методического сопровождения. И вот я, наверное, здесь остановлюсь и передам слово Уруане Литвинцевой. У нас общая проблема республики – это вообще отсутствие муниципальной методической службы. Всего у нас 10 методических кабинетов и 8 отделов методического сопровождения управления образования. И можно по результатам анализа, можно презентацию анализа, были выявлены вот такие проблемы. Это отсутствие вертикали формирования единого методического пространства от регионального института развития к образовательным организациям через муниципальные методические службы. Также отсутствует полный охват методического сопровождения всех педагогических работников. У нас не сопровождаются или эпизодическое идет сопровождение молодых педагогов до 35 лет. Ну, есть, я только вот знаю, клуб молодых педагогов при профсоюзах. Но на региональном уровне такого сопровождения я не помню. И наличие малоконкретных образовательных организаций в силу малочисленности педагогических работников там тоже невозможно провести комплексное методическое сопровождение. Так как муниципальная методическая служба является связующим звеном, мы предлагаем модель создания муниципальной методической службы. И вот нормативные документы, которые регламентируют создание данной модели. Уже вышла концепция создания единой системы методического сопровождения педагогов и управленческих кадров. Также есть письмо о создании субъекте единой системы сопровождения. И в 2020 году тоже вышли метод рекомендаций о единой модели наставничества. Первый вариант дальше. Первый вариант – это как структурное подразделение муниципального органа управления образованием. На базе управления образованием создать муниципальную методическую службу. Дальше покажите презентацию. И здесь должно быть разграничение функционала. Муниципальная методическая служба должна заниматься созданием муниципальной методической инфраструктуры, не должна быть нагружена текущей работой, отчетами и так далее. Второй вариант – это структурное подразделение опорной школы в форме
муниципальной методической службы. Можно пригласить сильных учителей из разных школ, и они могут работать по совместительству в одной из горных школ. Третий вариант – это структурное подразделение муниципального органа управления образованием в форме межмуниципальной службы на базе управления образованием или на базе опорной школы одного из канонов. Это будет зональная муниципальная служба. И четвертый вариант. Руководители муниципальных служб – это штатные сотрудники Института развития образования. В этом случае руководители будут работать в муниципалитетах. И вот актуальные задачи подталкивают нас к обновлению содержания методической работы. И просим наших коллег, директоров школ, инспекторов школ подумать над созданием муниципальной службы. Вы можете предложить и другие варианты. Проанализируйте материально-техническую базу ваших школ, кадровые ресурсы. И до этого нам представили хороший опыт сетевого взаимодействия. Мы посмотрели, насколько тесно работает муниципальное образование с школами. Это очень хороший опыт. И вот на третьей неделе февраля тоже будем обсуждать модель муниципальной службы. Возможно, будут выезды, покажу на места. Там много вопросов по созданию службы. Где будет помещение, как будет организовано рабочее место. Мы все это обсудим сообща. Вот взаимодействие субъектов методической службы. Муниципальное учебно-методическое объединение, они изучают запросы педагогов. Дальше служба обеспечивает изучение запросов и оказание практической помощи. Институт развития образования проводит адресное повышение квалификации. И также под компетенцией муниципальной службы проведение формального и неформального трека. Что означает неформальный трек? Это самообразование педагога, обучение на разных площадках, онлайн-площадках, изучение образовательных платформ. Здесь возможно координация с самим педагогом своего профессионального роста. Дальше тоже МУНО разрабатывает на основе диагностики и профессиональных дефицитов индивидуальные образовательные маршруты. Далее служба все это направляет ТИРО. ТИРО проводит повышение квалификации, идет методическое сопровождение по итогам ИОМов, и служба переносит приобретенные профессиональные компетенции в ежедневную педагогическую практику. Здесь возможно после курсовое сопровождение, чего сейчас на данный момент у нас это отсутствует. Также вот изучение современных образовательных технологий, и служба внедряет в практику инновационные формы обучения. А ТИРО должен вести реестр лучших педагогических практик. Есть хорошие практики у нас, но у нас как такового реестра тоже нет. Дальше, пожалуйста. Управление образованием я забыла. Управление образованием, что они делают? Они тоже в тесном взаимодействии. Можно туда еще включить управление муниципального образования.
обеспечивает нормативными документами, создает условия сетевого взаимодействия и контролирует соблюдение единых принципов организации методической работы. Также за управлением образования остается управление качеством образования, которое состоит из получения актуальной достоверной информации, анализа результатов принятых мер и управленческих решений. Это подбор и расстановка педагогических кадров и руководящих кадров, выбор форм, средств обучения, направление на повышение квалификации. И в этом направлении со стороны муниципальной службы тоже идет методическое сопровождение. Так, дальше. Вот основные направления работы муниципальной методической службы. Аналитическая, консультационная, организационная, методическая и информационная. А самое главное – это у нас качество образовательных результатов. Качество образовательных результатов, к сожалению, у нас не соответствует требованиям ПИГОС закона об образовании. Мы не выполняем требования закона. И второе – это качество образовательной деятельности. Туда мы включаем и администрирование, и кадровый потенциал, квалификация педагогических работников, научно-методическое обеспечение, материально-техническую базу. И все это должно улучшать подготовку обучающихся, содержание образования, условия реализации. Подготовка обучающихся должно быть по-новому проведена. Мы должны использовать новые образовательные технологии, гибкие методики. Содержание образования у нас должно обновляться, условия реализации тоже. Дальше. Так. Служба не оставляет педагога одного со своими проблемами. Так, пока мы здесь касаемся только педагога, в зоне действия еще руководитель. Вот проблема педагога, затруднение педагога при анализе профессиональной деятельности. Мы все это видели из предыдущих слайдов. Пути решения через службы – это выявление причин в сфере общения с учащимся, выборе форм и методов обучения, низкой мотивации. Также большая у нас проблема оказывается в затруднении при обучении детей в СОДЗ, невладение педагогами специальными методами, приемами, средствами обучения. И решение – это изучение после обучения детей через различные обучающие мероприятия, обмен опытом, индивидуально-консультативная помощь, затруднения при обобщении педагогического опыта. Посмотрите, у нас муниципалитеты должны показать свою фишку, как в Чебоксарске скажу. Многие наши школы с 2014 года работают над проектом «Педагоги мужчины». Это такой уникальный опыт республики. Но где наш методический продукт? Этого нету. И служба, они должны выявлять, обобщать, помогать, публиковать лучшие практики. Есть учителя-стажисты, которые имеют свои инструментарии. Все это нужно выявлять, тоже обобщать, тиражировать. Адаптация молодых педагогов. Мы должны оставлять молодых педагогов в школе, которые разговаривают на одном языке с детьми, развивать школу наставничества. И не как учителей предметников можно решить через сетевое взаимодействие, используя опыт Чебоксарского канона. Дальше.
И перед нами стоит очень большие задачи. Это создание муниципальной методической службы, разработка положения о едином модели наставничества, издание нормативно-правовых актов об отборе стажировочных и базовых площадок Республики Тыва. Это наши ресурсы, стажировочные базовые площадки. Но у нас нет нормативного документа. По каким критериям мы выбираем эти площадки? И определение критериев эффективности службы. Мы должны работать по определенным прозрачным показателям. И первое, что мы должны сделать, обучить методистов, именно методистов. Великие времени, настолько востребованы сейчас. Я скажу, и в первую очередь, как руководитель школы это воспринимаю. Я понимаю, что институт по обратной связи сейчас все за, потому что это назрело. То, о чем это уже необходимо. Это уже необходимо. Ну да, конечно. В принципе, я думаю, что в хороших школах эта служба сохранится. Я думаю, 15-я гимназия, правда, есть. Я знаю, что в моей школе работает медсовет, мы его никуда не делим. Мы ведем эту работу, педсоветы проводим и так далее. Результат все равно имеется. Да, есть проблемы. Но результативность тоже, с кадрами работаем. Постоянно сколько хватает времени и сил. Но вопрос именно именно желание человека должно быть, да, научить другого. Здорово, но вот эту вот структуру, какая это структура, надо хорошо подумать. Я могу не обсуждать, Тиро и так далее. Ну вот я буквально вот с коллегами перед совещанием разговаривала, и зная, что вот у меня, допустим, коллеги в Красноярском крае работают, у них создан муниципальный методический центр по методическому сопровождению педагогов школ до их управленцев. То есть это структура, которая создана не в рамках управления образованием, а отдельно. Да, отдельно. Вот как бы можно начать с вариантов. Да, за вариантов. В принципе, ну, я знаю уже руководителя лично, моя коллега вместе закончили институт. В общем-то, работают они очень интересно, очень эффективно. Даже нам предложено было, вот как бы в сетевой школе, она даже мне предложила, мне не хватает математики, мы можем вам предложить. Как-то я вот посоветовались, пока еще не боимся наступить на это. Хотя вот сегодня с вами разговариваю и думаю, наверное, я просто опыт с других рассказывает, что у нас тоже должна быть служба. Может быть, другой модели, варианте, я не знаю, но по содержанию именно сейчас это сопровождение учителя методическое, грамотное, то, что было, когда начинают мои коллеги говорить стажисты о том, что когда мы работали в управлении образования, были такие грамотные методисты, и они так помогали нам в работе, всегда хочется испытать вот эту радость, чтобы и нам тоже кто-то помог, правда? Поэтому действительно проблема это может решиться через создание такой. Форма организации может быть разной, но подходы должны быть. Качество образования. Мурана Миранзаевна нас подвела к итогу работы нашей площадки, но я думаю, что, коллеги, вы все согласитесь, что это не окончательный итог. Есть, да, все еще впереди. Каждый, наверное, ощущает ту же потребность, что и у меня, встречаться еще несколько раз. И те вопросы, которые мы сегодня обсуждали, еще раз проговаривать, еще детализировать и находить верный выход для того, чтобы помочь нашим педагогам, помочь нашим школам, помочь нашим детям быть успешными. В этом наша с вами основная задача. Срок запуска работы методических служб нам озвучила директор Института развития образования.
Я, насколько понимаю, вы ставите этот срок для своего института, что вся подготовительная работа с муниципалитетами, с регионом, понятно, что у нас ТИРО будет возглавлять разработку и внедрение и потом функционирование 1 сентября. Но у нас у педагогов с вами есть свой старт. 1 сентября начало учебного года для школьников, а у нас с вами это всегда августовское совещание. Поэтому я думаю, что в середине августовского, наверное, уже я думаю, что мы для себя должны ставить 1 сентября. Уважаемые коллеги, всем спасибо за работу. Еще будем с вами встречаться. Мы с вами объединены в группе все. Да, следите за сообщениями, которые поступают. Будем общаться в разном формате, да, и очно, и дистанционно. Всем спасибо за то, кто сегодня работал на площадке. Спасибо. У нас еще же не хотят сделать звание. Такие скачки, Это в рамках новой модели аттестации. Никакой информации актуальной.